Можно, как говорится, в законе прописать все, что угодно, но мы всегда упираемся в практическую реализацию. А практическая реализация на данном этапе не представляется возможной, потому как все мы прекрасно знаем, что ипотека — это прежде всего долгосрочное кредитование, минимум 10, там, 15 и даже 30 лет. Соответственно, для того, чтобы кредитовать население доступной ипотекой, нужны долгосрочные ресурсы. А у банков, как мы все прекрасно знаем, на данном этапе основные ресурсы — это либо кредиты, полученные в порядке рефинансирования от Национального банка, которые практически исчерпаны, и либо вклады населения. Но опять же, вклады населения, они не привлекаются на 15, 20, 30 лет. Соответственно, разрыв между обязательствами и кредитами может вызвать очень негативную ситуацию в банке.